Крым – это не только солнце, море и горы. Не меньшее место в уникальной и целебной природе полуострова занимает лес, а в нем эндемики, то есть растения, произрастающие только на нашем полуострове. И, конечно, растения, занесенные в Красную книгу, а значит, это редкие и исчезающие виды, охраняемые государством. В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов учреждаются Красная книга Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания. Статья 60 Закона об охране окружающей среды. Но этот запрет почему-то решили проигнорировать при строительстве трассы Таврида. Недавно стало известно, что на 8-километровом ее участке от Севастополя до Ялты вырубят почти 8 тысяч растений, занесенных в Красную книгу. Среди них 5011 сосен Палласа, 2633 сосен пицунских и 116 можжевельников высоких. Еще 962 редких дерева должны пересадить в другое место. Вырубкой будет заниматься Севастопольский лесхоз, который получит за эту работу почти 40 миллионов рублей. Контракт на выполнение работ уже опубликован на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. 8 тысяч краснокнижных, там 200 можжевельников высоких, фисташка там есть, да, туполистная и так далее. Конечно, это все деревья очень ценные для Крыма. И вообще символ Крыма это для меня это не море, а для меня это именно растения, деревья. Потому что восстановление, допустим, в естественной среде, гораздо больше на природу воздействие идет на деревья, да, со стороны человека. А в нынешних условиях деревья во всем мире недооцениваются. Оно и пылезащитное мероприятие выполняет. Допустим, в нынешние времена пандемии, когда человек испытывает легочные проблемы, избытков кислорода у нас нету. Тем более Крым у нас, он в таком замкнутом пространстве находится, и мы больше теряем. Согласно документам, подрядчик обязуется высадить взамен вырубленным деревьям двукратное количество других деревьев и в других местах. Но, как стало известно, высаживать лесополосы вдоль новой трассы не планируют. А ведь район от Севастополя до Ялты очень проблемный. Здесь много таких участков, где идет эрозия, размыв почвы и происходят оползни. Экологи не сомневаются, вырубка такого огромного количества деревьев негативно отразится на экосистеме южного берега Крыма. А уничтожение краснокнижных растений может стать невосполнимой потерей. Так думает и большинство местных жителей, у которых мы спросили, как они относятся к вырубке почти 8 тысяч деревьев. Даже если посадить новые, вы же понимаете, что молодое дерево, старое, которое вековое, оно не заменит. Отвратительно отношусь. Поменялся климат у нас. Я думаю, это из-за этого поменялся. Ветра. Раньше ветров таких не было. Конечно, плохо. Все взаимосвязано, и всегда это должно окружать зеленью. Зелень должна быть, и насаждения должны постоянно. Если что-то вырубается, что-то на место этого обязательно садится. Обязательно. Я против вырубки леса. Его не так легко вырастить. А жить нам здесь, без леса, все. Здесь и так экология нарушена. Но есть и те, кто считает, что если выбирать между удобной трассой и потерей деревьев, нужно выбрать трассу. Вырубки лесов, конечно, плохо, потому что особенно можжевелы, если вырубают. Но то, что строится Таврида, это хорошо, но деревья это плохо. Значит, надо вырубать, как-то их пересаживать тогда, вот как-то таким образом. За вами, за спиной вот этот мусорник и все остальное, пускай облагородит лучше вот этот момент и посадят здесь краснокнижные деревья, и точно они здесь приживутся и прорастут, вместо того, чтобы жаловаться на то, что у нас будет хорошая добротная дорога, и для людей, в принципе, только благо. Поэтому мое мнение, как жителя Севастополя уже с 95-го года, что это не страшно, когда вырубается какое-то количество
якобы краснокнижных деревьев, которые там еще доказать, что это все деревья. И 2-3 дерева, оно роли никак не играет. В приоритете должна быть безопасность на дороге, считают некоторые экологи. Но и они настаивают, взамен убитых деревьев должны высадить новые. Понятно, что 8-й этап, он где-то снизит уровень экологизации там, транспортной системы. Но он вырастет чуть безопасность, потому что нынешние дороги при, допустим, той же ливневке, организовать эту ливневку очень трудно на старых дорогах. То есть, когда делают операцию на голову, приходится лишаться, каких бы и не было, волос. Хирург об этом вообще не думает. Поэтому в данном случае, если смотреть рационально, то, конечно, эти деревья жалко, но смотреть компенсацию мы обязаны. Строительство трассы Таврида уже изменило рельеф полуострова. К примеру, в Бахчисарайском районе перерыты множество цветущих и плодоносящих садов, а вместо них повсюду высятся курганы голой земли. Сердце и гордость Крыма, Южный берег, пока оставался нетронутым. Но топор лесника, асфальт и пыль новой стройки уже грозят и ему.